Конституция Республики Абхазия в условиях глобальных перемен. Конституционно-правовой аспект. Так звучала тема доклада Людмилы Тхабисимовой. Людмила Аслановна, заведующая кафедрой конституционного и муниципального права Юридического института Пятигорского государственного университета, доктор юридических наук. 12 октября 1999 года был принят акт о государственной независимости Республики Абхазия. И я хочу сказать, что он был принят неоднозначно в России, и вы об этом все прекрасно знаете. И я на этом останавливаться не буду. Тем не менее, в Конституции Республики Абхазия была закреплена самое важное – это независимость, суверенитет, неприкосновенность и неделимость территорий. И вот на этом я хотела бы, конечно же, вот особое свое внимание остановить именно на этом. Неделимость территории Республики Абхазия. Конституция Республики Абхазия, так же, как и Конституция Российской Федерации, впервые тоже, так же, как и Конституция Российской Федерации, признала приоритет прав и свобод человека и гражданина, что очень немаловажно, его права и свободы, тем самым обеспечив правовое оформление современного абхазского государства. В 2024 году исполняется 24 года признания Республики Абхазия Российской Федерации. Это тоже юбилей, такой вот не очень полный, но тем не менее, как суверенного и независимого государства. А международное признание независимости Абхазии отдельными странами явился, очень хочется так думать, переломным этапом в жизни современной Абхазии. Естественно, что это признание международное открыло перед народом Абхазии перспективы безопасного и стабильного развития, гарантием которого является Российская Федерация. На сегодняшний день Конституция Абхазии содержит все, на мой взгляд, все для развития независимого правового государства. Вместе с тем, конечно же, не существует идеальной Конституции, и не только для Республики Абхазия, но и для всех стран, и она не может существовать на все времена. И изменения поправки, которые были внесены в Конституцию Российской Федерации 2020 года, показали, что время идет вперед и нужно двигаться вперед. Именно поэтому важнейшей необходимостью успешного конституционного строительства является осуществление должного и действенного конституционного контроля. Решением этой задачи и стало создание Конституционного суда Республики Абхазия, деятельность которого регламентирована Конституцией Республики Абхазия. Директор Института дополнительного образования Уральский государственный юридический университет имени Яковлева, профессор кафедры конституционного права, доктор юридических наук Светлана Несмеянова посвятила свое выступление теме «Конституция – фундамент будущего развития». Сегодня же Конституция – это некое закрепление баланса интересов между, прежде всего, личностью, обществом и государством. И только потом мы можем говорить о том, что это в том числе закрепление публичной власти, порядка ее организации и содержания. Публичная власть важна, но когда мы принимаем новую Конституцию, либо вносим в нее изменения, мы прекрасно осознаем, что сформировать, собственно, саму публичную власть достаточно легко. Для этого просто нужна Конституция с новым ее текстом, нужны законы, которые детализируют то, что прописано в Конституции, и нужна воля первых лиц государства. А вот если мы говорим с вами содержательно о главе, посвященной правам человека, то это совершенно другой подход. Права человека, безусловно, не являются чем-то оторванным в Конституции, нет. Но тем не менее, когда мы говорим о правах человека, мы понимаем, реализовать их намного сложнее, чем сформировать органы государственной или, например, местной власти. И поэтому, безусловно, огромная роль формирования общих подходов в закреплении прав человека, в их защите, в их развитии принадлежит органам конституционной юстиции. Сегодня любое уважающее себя государство в том или ином варианте имеет специализированные органы, и в том числе на постсоветском пространстве, хотя мы прошли разную историю за последние десятилетия, кто-то создавал конституционные суды, Россия прошла через Комитет конституционного надзора совместно с СССР и отреклась от такого варианта, посчитав его неправильным.
Кто-то вместо вместо Конституционного суда создал Конституционный совет Казахстан. Кто-то, ликвидировав по коррупционным причинам Конституционный суд, создал палату при Верховном суде, но через несколько лет вернулся к идее необходимости создания Конституционного суда. Поэтому вот этот опыт зарубежных стран, и в том числе стран, которые к нам близки по духу, по большинству тех отношений, которые регулируются нашими конституциями, мы можем с вами сделать вывод, что действительно Конституционный суд является на сегодняшний день тем органом, который воплощает в себе основные принципы будущего развития Конституции. О единой системе публичной власти, опыте Российской Федерации и абхазской действительности рассказывал Сергей Старостин, профессор кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени Кутафина, доктор юридических наук. Первый вопрос, который я для себя ставлю. С какой целью в Конституции введена категория системы публичной власти, единой системы публичной власти? Нужна ли она России, либо Абхазии? Ну вот готовился долго к сегодняшнему выступлению, и единственное, что мог я найти, какой ответ на вот этот вопрос, нужна ли она, в чем необходимость. Значит, может быть, это желание интегрировать органы местного самоуправления и органы государственной власти, но какова в этом, есть ли вообще в этом необходимость? Мы очень часто придумываем какие-то новые термины, дорожная карта, изоляция, самоизоляция. Я могу еще долго-долго продолжать. И создаем, на наш очень субъективный взгляд, некоторые какие-то такие привычные, вместо замен привычных и уже апробированных, часто употребляемых терминов, какие-то совершенно новые, более, на наш взгляд, такие конструкции современные. Например, Юрий Петрович знает, значит, почему в законе о полиции мы взяли и написали основные направления деятельности полиции? А в законе о милиции было написано задачи. Задача нормальный, хороший управленческий термин. Направление деятельности – это вектор куда-то что-то, да? Ну и еще масса таких вот всегда, если возможно обойтись предыдущими нормальными устоявшимися терминами и конструкциями, то не надо ничего придумывать, не надо городить огород. То есть качество формулировок – это залог качества законодательства. Ну и, собственно, как следствие, эффективности государственного управления. Дальше опять вот конституционалист, я даже боюсь эти слова говорить. Значит, я думаю, что Российская Федерация в полной мере могла бы обойтись без очень многих конституционных поправок 2020 года, потому что они не соответствуют ни назначению, ни Конституции, ни и вот то, о чем вы сегодня уже говорили. Вот смотрите, часть 2 статьи 67.1 Конституции. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Сегодня о преамбуле говорили. А не повторяет ли это преамбулу? Научно-практическая конференция продлится 2 дня. С докладами выступят представители Абхазии, России и Южной Осетии. Организатор мероприятия – Конституционный суд при содействии Абхазского госуниверситета и Академии наук Абхазии. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абазатова.